Брэсцкія навукоўцы ўпэўнены, узнагарода заслужаная. Распрацоўкі па навуковым даследаванні ў галіне устойлівага развіцця сельгастэхналогій на экалагічнай аснове тут праводзяць давно. Очень значимо, потому что наш проект выбран из 220 участников. Участники были из 25 стран мира. Значит, мировая общественность оценила наш вклад в решение экологических проблем достаточно высоким. И это заслуживает того, потому что исследованы отходы многих предприятий, разработаны технологии, сертифицированные удобрения, полученные из этих отходов, и осуществлено внедрение данных разработок в производство. Работы по проекту комплексные. Одна из распрацовок – биоугнаение на основе отходов биогазовой установки уже прошла в опытные исследования и включена у Держхімреєстр. Наступный крок – их массовая вытворчесть. У СГЦ «Заходний» плануется будовництво завода. Среди инновационных распрацовок брэсцкіх ученых – угнаение на основе отходов буйных рыбных и грибных вытворчестей. В этом году мы провели исследование первого года при возделывании кукурузы, получили достаточные прибавки в урожайности, причем качество даже было лучше, чем без применения удобрений. Эти удобрения востребованы, потому что, по сути, хозяйство применяет от 40% потребностей в минеральных удобрениях, а замена их альтернативными тоже очень им интересно. И, по сути, до 10 тысяч тонн отходов в год вот таких удобрений можно применять. За инновационными распрацоўкамі штодзённая карпатлівая праца, анализ глебы и рослин, кормовой базы. Если мы говорим об использовании этих осадков как удобрения, тогда определяется лимитирующий фактор. Иногда это и бывает как раз содержание того или иного элемента, потому как оценивается то количество осадка, которое можно внести в почву без вреда для той же почвы и для растений, которые будут выращиваться на ней, чтобы не было превышения концентрации элементов в конечной продукции. Сельхозпредприятия заготавливают корма, в том числе сенаж, силос, сено, и привозят к нам на определение питательной ценности. Здесь мы определяем наличие в кормах белка, сахаров, жиров, всего 17 показателей. Какой класс качества, и зоотехник уже может составлять рационы по вот этим кормам. Сколько надо внести, чтобы получить сколько белка и так далее. У Полесскім аграрна-экалагічным інстытуце ўпэўнены, навуковыя распрацоўкі паспрыяюць устойліваму экалагічнаму і вытворчаму развіццю. Евгения Мороз, Александр Сивицкий, телерадиокомпания «Брест».